День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы расскажем сегодня. Крымская весна, 8-летие возвращения в состав Российской Федерации города федерального значения Севастополя и Республики Крым с размахом отпраздновали по всей стране. Мы знаем, что надо делать дальше, как надо делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы. Обеспечение социально-экономической стабильности в регионе. Глава республики Айсан Николаев провел большое совещание и поставил ряд ключевых задач на ближайшее время. Самая главная задача, которую поставил глава республики, это не снижать темпы развития, не снижать темпы строительства, продолжать их наращивать и реализовывать все программы, которые мы сейчас в этой сфере активно реализуем. Что происходит с ценами на социально значимые продукты и лекарства первой необходимости? Ждать ли жителям республики тотального дефицита? Прокуратурой города Якутска проводится проверка исполнения требований федерального законодательства о ценообразовании на социально значимые продовольственные товары. В соответствии с приказом Госкомцены Республики определены на территории городского округа 13 наименований продуктов, относящихся к социально значимым. «Золотые семьи Якутии» – уникальный проект презентовал новый выпуск издания. 105 новых семей, долгожителей попали в семейную летопись республики. Семья – это полотно, которое нужно ткать каждый день. Какую соткали картину, такую и любоваться будем завтра. Обо всем этом и не только смотрите в ближайший час. 18 марта страна отметила 8-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Так, в Москве состоялся большой торжественный концерт, посвященный этому великому историческому событию. Центральная площадка, спорткомплекс «Лужники». Там на большой и малых аренах собрались более 200 тысяч россиян из разных городов и регионов страны, чтобы поздравить крымчан с воссоединением. В числе гостей были и якутяне. На руках у каждого флаги. Трибуны также были украшены российским триколором. Мероприятие открыл президент России Владимир Путин. Мы знаем, что надо делать дальше, как надо делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы. Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы выразить поддержку нашему президенту, нашей стране, поздравить наших земляков, крымчан и выразить поддержку нашим вооруженным силам, которые сегодня в очередной раз в многовековой истории нашей страны освобождают нашу планету от нечисти фашизма. Сегодня такой прекрасный день, солнечный. И сегодня мы празднуем присоединение Крыма к России. Правда восторжествовала. Миру, мир, ура! Хотелось бы отметить, что в этом году мы не просто празднуем Крымскую весну, но и выражаем поддержку жителям Донбасса, российской армии и президенту страны. Праздничные мероприятия прошли во многих городах. Столица Якутии не стала исключением. На Комсомольской площади прошел праздничный митинг, посвященный этому важному историческому событию. Дорогие друзья, мы сегодня отмечаем замечательный день, великий день в истории нашей страны. 8 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с нашей великой страной. Земля Крыма обильно полита кровью ее защитников и в Крымскую войну, и в Великую Отечественную войну, и среди них тысячи и тысячи якутян. Уже свыше 100 лет в Севастополе есть улица Якутская. У нас здесь, в городе Якутске, улица Севастопольская появилась 8 лет назад. И, конечно же, мы все понимаем, что тогда восторжествовала историческая справедливость. Сейчас этот день мы отмечаем в непростой обстановке. Наши вооруженные силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию, которую начал наш президент, чтобы защитить жизнь и здоровье простых людей, которых 8 лет убивают за то, что они просто
говорят на своем родном языке. Мы сегодня на Донбассе и на Украине защищаем будущее нашей страны, будущее наших детей и внуков. И на нашей стороне справедливость и правда. И это значит, что мы обязательно победим. Тем временем из аэропорта Якутска отправлена гуманитарная помощь для беженцев Донецкой и Луганской народных республик. 2 тонны гуманитарной помощи доставили на склад аэропорта. Половину собранной помощи загрузили в самолет. Далее авиакомпания «Якутия» доставит груз в аэропорт Внуково. А оттуда партию вещей перевезут в регионы России, куда прибыли жители ДНР и ЛНР. Отмечу, что якутяне, а среди них предприниматели, общественные организации, трудовые коллективы начали вносить свой вклад с 22 февраля. Диспетчер у нас наш составляет почтовую грузовую ведомость, передает грузчикам. Грузчики приходят ко мне сюда на склад, и мы, получается, загружаем машину со склада. Проверяем по номерам грузовой авианакладной, и загрузка идет. Тут у нас 2 тонны гуманитарной помощи. Мы разделили их на 4 партии. По количеству идут 58, 38, 61, 37 мест. Еще одна важнейшая тема недели – это, безусловно, экономическая ситуация. Руководство республики готовит решение по импортозамещению в транспортном комплексе здравоохранения, связи энергетики, пищевой промышленности и в сельском хозяйстве. Так, правительству, в частности, Министерству по внешним связям, поручено помочь крупным компаниям перестроить работу по вопросам импортозамещения. Мининноваций продолжит работу по переходу на российское программное обеспечение. Якутским IT-компаниям предоставляется возможность разработать свои аналоги. Вся необходимая поддержка со стороны власти будет продолжена. А Центр поддержки экспорта республики продолжит сбор вопросов от экспортеров для оперативных решений. Сейчас разработан целый перечень отечественного ПО. Страна не сидела, сложа руки, много чего сделано, просто речь идет о привычках пользователей. Нам нужно переходить на отечественное ПО. Практически на каждое направление есть замена, там, начиная от Windows, это Astra Linux, там, офисных программ, там, мой офис и прочее. То есть там, кто пользовался Гуглом, диском, можно Яндекс.Диском пользоваться, почтой. Ну, то есть, в принципе, здесь проблем мы особых не видим. Дополнительная поддержка будет оказана и авиации Якутии. Отмечается, что сегодня все авиапредприятия продолжают работу в штатном режиме. Глава региона Айсен Николаев провел совещание по работе предприятий воздушного транспорта. По итогам поручено в кратчайшие сроки направить в федеральный центр пакет предложений по мерам поддержки этой отрасли. Выдать бюджетные кредиты авиакомпаниям на закупку топлива, увеличить субсидии на авиаперевозки внутри республики, прежде всего на покупку билетов по арктическим направлениям. Многие решения должны быть приняты федеральными авиационными властями. Это, безусловно, и курсовые разницы, и поддержание летной годности, и обеспечение запасными частями иностранного производства. Вместе с тем, сегодня хотелось бы отметить, что полеты в настоящее время будут, наши региональные компании готовы их обеспечить и как на межрегиональном, так и на внутриреспубликанских линиях и внутриулусных линиях. Значит, все сегодня обеспечены и могут обслуживать техническое обслуживание. Безусловно, все эти решения принимаются по поручению главы региона Айсена Николаева. Так состоялось большое совещание по обеспечению социально-экономической стабильности в регионе. На этой встрече с участием органов государственной власти, малого бизнеса и общественных органов побывали наши коллеги. Все подробности у Ульяны Шагиной. Сейчас в условиях жесточайших санкций против благополучия каждого россиянина нам надо принимать решения для выполнения этой задачи, для защиты граждан, для защиты бизнеса и производства. Нам непозволительно медлить, непозволительно работать с позиции уже прошлого времени. По поручению главы региона все органы исполнительной власти теперь переходят на режим бесперебойной работы. В условиях санкционного давления Запада важно поддержать каждую отрасль, отметил глава республики. Так, в условиях санкций драйвером развития экономики, обеспечивая мультипликативный эффект, в смежных отраслях становится строительная отрасль. В этой сфере будут поддержаны проекты по созданию производств строительных материалов, отметил глава региона. Кроме того, в отрасль будут максимально привлекаться местные трудовые кадры.
Самая главная задача, которую поставил глава республики, это не снижать темпы развития, не снижать темпы строительства, продолжать их наращивать и реализовывать все программы, которые мы сейчас в этой сфере активно реализуем. Это прежде всего программа по строительству жилья, темпов индивидуального жилищного строительства, а также реализация нацпроекта. В первую очередь это строительство социальных объектов здравоохранения, школ и детских садов. То количество объектов, которые должно быть построено в этом году, будет построено. А темпы мы не снижаем. Более того, мы сейчас рассматриваем варианты импортозамещения во всех сферах касательно строительства. Конечно, все строительные материалы одномоментно заменить невозможно, но я считаю, что в краткосрочной перспективе это вполне реальная задача, мы к этому идем. Регион сейчас решает вопросы по организации досрочного завоза грузов для бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения и энергетики. Дополнительное финансирование получат предприятия коммунального комплекса, а также ключевым является завоз и запас продовольствия, в том числе в Арктику. Активно пополняются государственные запасы, выработана единая логистика завоза муки, птицефабрики, якутский хлебокомбинат, другие предприятия пищевой промышленности также получат средства для ускоренного закупа сырья. На сегодняшний день в республике обеспечен запас продовольствия более чем на 3 месяца. Правительству также поручено мною обеспечить запас по ряду важнейших продовольственных товаров на год вперед. Поддержку получит и предпринимательское сообщество. Ко мне бизнес обращался по поводу проблем с отгрузками товаров в Центральной России. Здесь мы подключали правительство республики, которые прямо оперативно в тот же день решали вопросы по этим поставкам. В том числе сейчас, конечно, бизнес испытывает большие проблемы, связанные с повышением ключевой ставки. Это нехватка кредитных ресурсов, нехватка, в принципе, финансовых ресурсов. И сейчас, конечно, наше правительство очень быстро и оперативно решает вопрос по докапитализации институтов развития. Это фонд поддержки предпринимательства для выдачи льготных кредитов 8% для наших предпринимателей. И также регионального нашего банка, Алмаз-Регионбанк, тоже для выдачи крупному опту, который сейчас нас обеспечивает продовольствием, как сказал Алексей Сергеевич, уже и не только на 3 месяца, но еще и на год вперед. Конечно, эти задачи очень сейчас важны перед бизнесом, даже в части сохранения вообще, в принципе, товарно-сбытовой цепочки и сохранения основ нашей экономической безопасности. На поддержание IT-отрасли решено через венчурную компанию «Якутия» направить 300 миллионов рублей. Это в первую очередь сохранит рабочие места специалистов, а также в условиях, когда многие виды программного обеспечения недоступны, позволит им разработать собственные продукты. Решили о том, чтобы не дожидаться докапитализации 300 миллионов рублей, который состоится. Это достаточно длительный процесс, то есть может занимать до полугода. И мы Советом директоров приняли решение о том, что мы направим собственные средства сейчас уже на реализацию проекта. И, соответственно, с 4 апреля уже начинаем нашу программу поддержки IT-компаний в части сохранения рабочих мест. Перед нами поставлена задача поднять эффективность нашей работы для того, чтобы могли быстрее приниматься нужные решения. Мы всецело поддерживаем решение нашего лидера Алексея Сергеевича. Будем работать на благо Якутии. Мы с пониманием относимся ко всем ограничениям. На территории города Якутска мы приняли тоже ряд мер, в том числе по оптимизации, по сокращению своих расходов. Эта работа будет продолжена, и мы целиком и полностью поддерживаем ту линию, которую проводит глава республики Алексей Сергеевич Николаев. Напомним, что президент страны Владимир Путин на днях подписал документ о социально-экономической стабильности и защите населения от санкционного давления Запада. Документ расширил возможности полномочий глав субъектов страны. Кроме того, каждую неделю правительством России издаются новые пакеты мер поддержки. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Тему импортозамещения мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Одним из приоритетных направлений работы сегодня власти Якутии отмечают поиск альтернативных поставок товаров и оборудования взамен тех, что попали под санкции и запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации. О том, как этот механизм будет реализован, в материале далее. Практически каждая отрасль экономики республики связана с импортом.
После введения санкций в республике необходимо разработать меры поддержки и рассмотреть варианты импортозамещения. В первую очередь в альтернативе нуждается транспортный комплекс, здравоохранение, предприятия связи и энергетики, пищевой промышленности и сельского хозяйства. В части поиска альтернативных вариантов работа поручена Министерству внешних связей. Создан оперативный штаб по поиску товаров и услуг, которые попали под санкции и запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации. Потребность наших предприятий и организаций в поисках альтернативных путей поставок очень велика. И как раз мы сегодня в том числе рассматривали схемы поставок, конечно же, в первую очередь через дружественные нам страны, такие как Китай, Турция, Казахстан, которые уже готовы работать с нами в части обеспечения, в том числе и техникой, оборудованием, различными товарами для нужд нашей республики. IT-сектор будет обеспечен льготным кредитованием через венчурную компанию «Якутия». Несмотря на санкции, в республике продолжится строительство оптоволоконных сетей. У Министерства связи есть запасы волокна, а также выход на российских производителей. Также возможен переход и на отечественное программное обеспечение для компьютеров. Благо, отечественные разработчики не сидели сложа руки и подготовили альтернативы западным производителям программного обеспечения. Мы смотрим это как на не угроза, как на возможность, потому что для местных IT-компаний открылись огромные рынки, в том числе для B2B сектора, для корпораций, да, то есть это такие компании, как SAP, которые нужно делать ERP-системы, да, и у нас есть такие решения. И мы, в принципе, IT-отрасль Якутии, которая занимается местной разработкой, они восприняли это хорошо. Для этого мы разработали систему кредитования льготного и пассивного финансирования. То есть венчурной компании будет выделено 300 миллионов рублей. Этот уже инструмент заработает в начале апреля. По вопросам импортозамещения на федеральном уровне получат поддержку базовые отрасли промышленности и системообразующие предприятия. Малый и средний бизнес поддержат льготным кредитованием и субсидиями. Существенно расширят квоты по госзакупкам при условии развития приоритетных направлений в промышленности. Александр Хавренко, Валерия Наумова, Григорий Николаев, Якутск. На фоне последних событий в последнее время очень пристальное внимание уделяют контролирующие органы ценам, особенно на продукты и лекарства. Так, Ленский район старается своими силами сохранить независимость от курса доллара. Руководство муниципалитета еще в прошлые годы активно стало развивать производство молочной и мясной продукции. Анна Кожевникова отправилась с проверкой в магазины Ленска. С какими бы потрясениями ни сталкивались россияне, будь то экономические или политические, в первую очередь все стремятся закупить товары первой необходимости, такие как крупы, мука, масло, сахар. Несмотря на то, что спрос на вышеперечисленные продукты возрос, в Ленске полки магазинов не опустели. Единственное, что стало сложно купить, это сахар-песок. А вот рафинад в продаже имеется. Как отмечают продавцы, ажиотаж небольшой наблюдается. Сметают такие крупы, как гречка, рис, запасаются макаронами, 10-килограммовыми мешками муки, консервами. В основном не скоро портящимися продуктами. Нормально, но сахар пришлось искать. Угу. Сложно, да, найти? Ну да, его как-то куда-то исчез. Это вот в Водолее вот я взял. Повысились цены или нет? Немного, но не так, что критично. Я что-то не заметил особо. Без сомнения, какие-то продукты, либо лекарства все равно становятся уже дороже, это ощущается. Ну, честно говоря, вот хлеба, например, точно хватает, и либо молочной продукции точно хватает. А другое, я не слежу за этим. Самое основное, конечно, достатки. С резким ростом цен на продовольственные товары ленчане пока не столкнулись. Только по некоторым отдельно взятым продуктам. В соцгруппах мессенджеров встречаются вопросы, касающиеся ценовой политики и мониторинга цен на продукты первой необходимости. Но, как сообщают модераторы, на уровне района цены на социально значимые товары не контролируют с 1 января 2022 года. Теперь этим занимается Госкомцен Якутии. Скажите, пожалуйста, подорожали ли цены в магазине? Да. На какие продукты, может, конкретно? На сахар заметил. По сахару, по гречке появился дефицит, я вот заметил. То есть мешки перестали продавать по 10 килограмм сахара. Вот эта гречка сильно довольно подорожала. Но глава района держит руку на пульсе.
и лично проводит мониторинг цен и наличия товаров в магазинах Ленска. Также Жумар Табельманов дал обещание, что цены на местную продукцию предприятия Батамайского и цеха переработки будут заморожены до конца года. Будем завозить продукты питания первой необходимости, которые будут лежать в запасах для наших школьных учреждений по всему району, для населения. Где-то полугодовой запас обязательно у нас будет. Цены особо не подпрыгнули, они тоже под контролем. Хотя в моем понятии, я всегда говорил на всех совещаниях, наверное, и в Якутске, и в Ленске, что для меня две вещи важные в этой жизни. Это вертикаль власти жесткая и госконтроль цен. Также глава Ленского района сообщил, что есть договоренность с местными фермерами и повышение цен на овощи не предвидится. Но чтобы себя обезопасить, на комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение создать стратегический запас продуктов питания первой необходимости, на что выделять денежные средства из резервного фонда. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Тем временем в контролирующие органы поступило более 20 обращений от жителей Якутска с жалобами на повышение цен на продукты в торговых точках. Представители прокуратуры совместно с агентством по тарифам организовали рейд по проверке цен в магазинах города. Всего было проверено 26 торговых точек. У администрации была изъята документация для анализа и изучения. И в ближайшие дни будет дана правовая оценка и вынесено решение. Рейды по торговым точкам продолжатся и на следующей неделе, что неудивительно. Свои обращения граждане могут направить в адрес Госкомцен или оставить обращение в прокуратуре. Прокуратурой города Якутска проводится проверка исполнения требований федерального законодательства о ценообразовании на социально значимые продовольственные товары. В соответствии с приказом Госкомцена Республики определены на территории городского округа определены 13 наименований продуктов, относящихся к социально значимым. Это хлеб, молоко, сахар, мука, масло растительное и другие наименования товаров. Изымаются полностью документы, подготавливаются соответствующие акты, и к понедельнику будут уже известны результаты. По первоначальным данным пока явных нарушений не выявлено. Ну а что касается лекарств, то в аптеках Нейрюнгри стоимость отечественных лекарств не изменилась. Повышение коснулось лишь импортных медикаментов. Так, поставщики временно приостановили отгрузку в Россию, но сейчас поставки возобновились, правда, уже по новым ценам. Стоит отметить, что предельные торговые надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекарства не изменились. Их стоимость может измениться только в случае увеличения отпускной цены от производителя. Рост розничных цен на лекарственные средства и товары аптечного ассортимента на сегодняшний день составляет 10-20%, приблизительно 10-20%. Повышение стоимости связано с ростом отпускных цен поставщиков лекарственных средств. Поставщики аргументируют этот факт ростом курса доллара и евро. Наша аптечная сеть не производила никаких дополнительных наценок на лекарственные средства. Между тем, в столичных муниципальных аптеках в ближайшее время также не планируется повышение цен. Главная задача правительства – оперативно решить вопросы, связанные с логистикой, чтобы жизненно необходимые препараты поставлялись в республику бесперебойно. Эту мысль озвучил глава региона Айсен Николаев. Все подробности у нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Да я не знаю, не чувствую. Не чувствуете вы, да? Вроде бы все нормально. Ну, я не знаю, сейчас вроде не заметила. Даже не знаю я. Вроде нет, я вроде нет, ага. Как показал опрос, многие жители столицы пока не ощущают повышения цены на лекарства. Чтобы избежать возможного ажиотажа, затариваются лекарствами на несколько месяцев вперед и стараются сдержать цены до последнего. Вместе с тем правила диктуют федеральные поставщики. И следующий завоз уже прибудет в регион с новыми ценами. То, что сейчас видится у поставщиков, да, есть, получается, небольшое, как скажем так, умеренное увеличение цены у поставщиков, как, соответственно, как следствие будет увеличение розничной цены. Потому что наценка остается одна и та же, просто увеличивается сумма, то есть стоимость закупки. При этом из-за искусственного ажиотажа, который создают сами же горожане, из прилавков пропали некоторые жизненно важные препараты. К примеру, L-тироксин и Эутирокс, которые назначают для лечения заболевания щитовидной железы. Сколько, допустим, насколько впрок берут? Очень много берут или как? Ну, от человека зависит. Иногда покупают там прям впрок. Ты даже не можешь понять, на сколько года он ведет. Но все равно мы стараемся контролировать это, чтобы не было такого дефицита. На отсутствие тех или иных препаратов в аптеках жалуются и в Ленске.
Мы еще за февраль не получили, уже мат кончается, а мы диабетчики. И до сих пор лекарства нету. Несмотря на то, что пенсия все-таки, знаете, ограничивает, взять немножко с запасом. Кто его знает, что будет. Будет ли приостановлен завоз иностранных препаратов в Россию, специалисты аптечного дела прогнозировать не могут. Тем не менее, при любом раскладе существуют российские аналоги препаратов, которыми аптеки уже обеспечены. А в плане замены, то я думаю, что российское производство фармкомпаний сможет спокойно заменить все необходимые лекарства, то есть нашими. Что касается тех препаратов, которые не входят в группу жизненно важных, это порядка 17 тысяч лекарств, по ним в Росздравнадзоре прогнозируют увеличение цены. В основном это касается препаратов иностранного производства, цены на которые напрямую зависят от курса доллара. По ним Росздравнадзор отмечает незначительный рост. Мы отмечаем, что вот за вторую неделю марта повышение цен было около 2-3%, в зависимости от ценовой категории лекарственных препаратов. Если брать более такой широкий период, допустим, с декабря прошлого года, когда относительно спокойно было, то в сравнении с мартом у нас есть рост по разным группам препаратов до 4-6%. То есть мы пока такого катастрофического роста цен не наблюдаем. В Росздравнадзоре также отметили, что крупные зарубежные фармкомпании не поддерживают политику санкций в отношении России. И это, по словам главы регионального ведомства, весьма обнадеживает. Ульяна Шагина, Лидия Гасанбалаева, Илья Сыромятников, Якутск. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем. 16 марта постоянному представительству Якутии при президенте России исполнилось 100 лет. В этот день состоялось возложение цветов к бюсту первого постпреда Максиму Кировичу Амосову. Теплые встречи с теми, кто в разные годы работал в постоянном представительстве и внес свой вклад в развитие постпредства и Якутии в целом. Ну а главным событием векового юбилея стало торжественное мероприятие в Музее современной истории России. Там гостям представили музыкальное произведение постпредства. Все подробности в материале Айсены Бурнашовой. Постоянное представительство Якутии – форпост нашей республики в столице. И, конечно, вековой юбилей постпредства – это не просто круглая дата, а прежде всего огромный пласт событий, которые отражают взаимоотношения республики и центра, представление интересов якутян в столице страны. Сегодня постоянное представительство республики при президенте Российской Федерации продолжает сохранять и приумножать традиции своей работы, заложенные 100 лет назад. Стабильность экономики региона, сохранение темпов развития, оперативное принятие ряда социально-экономических мер всегда стояли и стоят у постпредства на первом месте. Даже несмотря на тяжелые испытания, например, в период распада Советского Союза, когда смена общественного строя поставила под удар практически все, представительство выполнило все поставленные задачи. Никто не ожидал, что Советского Союза не будет. Ну вот, и вот в этом хаосе мы должны были сохранить свою республику. Мы смогли добиться повышения статуса. Была автономная республика, она стала республикой. Это было признано на конституционном уровне. Это достижение очень большое. Лидеры политики, мастера дипломатического искусства. Юбилейное торжество объединило и постпредов разных лет, и сотрудников представительства, которые внесли свой вклад в развитие всей Якутии. Старая гвардия присутствуем. Я отработала 10 лет в постпредстве. Это были самые, по-моему, лучшие годы в моей жизни работы. Мы приходили на работу как на праздник. И сегодня праздник для них, кто работал в постпредстве, кто не спал днями и ночами, трудился, не покладая рук. Для собравшихся настоящим подарком стал концерт живой классической музыки с презентацией песни целого гимна постпредства «Якутск-Москва. Соединенные сердцами». Якутск-Москва, соединенные сердцами, верность дружбы сохраним веками.
Концерт классической музыки открыл целый цикл мероприятий, посвященных столетию постпредства, а также вековому юбилею якутской автономии, 125-летию Максима Кировича Амосова и 390-летию вхождения Якутии в состав России. 24 апреля состоится большое торжественное собрание общественности Москвы и других регионов. 30 июля это традиционный, но юбилейный в этом году ИСЭХ, который пройдет в парке Коломенское. И сразу после этого неделю мы будем презентовать республику в Манеже. Осенью традиционно в Большом театре состоится спектакль, и в декабре состоятся Дни Якутии в Федеральном собрании нашей страны. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. И к другим темам. Ленские коневоды поборются за 170 и 50 тысяч рублей. Таким будет призовой фонд ежегодного традиционного конкурса. Его проведут в день коневода-табунщика 26 марта. В селе Чамчапа соревнуются 4 команды из разных уголков Ленского района. Местные мастерицы готовятся к празднику, шьют зимние национальные костюмы для женщин, мужчин и украшения для лошадей. От каждой команды выступит по 5 человек старше 18 лет. Конкурс предполагает конные забеги с препятствиями и кулинарное состязание. Конкурс для женщин. Нынче в этом году у нас есть новый этап конкурса. Есть Хамур Хапсагая, там тоже не на очищенном снегу. Они должны тоже бороться. И побеждает та команда, кто побольше людей победит. Кстати говоря, 18 коневодческих хозяйств республики получат по 3 миллиона рублей. Средства получатели смогут направить на строительство конебаз. Сертификаты будут вручены во время проведения республиканского мероприятия «День коневода-табунщика» в Нюрбинском улусе 21 и 22 марта. Всего на рассмотрение комиссии поступило 82 заявки от хозяйств из 20 улусов республики и города Якутска. Стоит отметить, что Якутия занимает первое место в стране по поголовью лошадей. По итогам прошлого года оно составило более 182 тысяч голов. Ну а в Тампонском районе, в селе Тополино, одна из самых актуальных проблем – выезд детей в оленеводческие стада в летний период. Дети уже в марте-апреле выезжают с родителями в стойбище, поэтому еще в 2007 году при Тополинской средней школе был организован кочевой детсад «Школа Найлик». О том, как учатся дети в такой кочевой школе, узнавала Мария Винокурова. В Тополинской средней школе обучается до 40 детей-оленеводов, а в детсаду олененок около 30 малышей. Все они весной своим ходом выезжают к местам работы родителей, а возвращаются в октябре, когда станут реки. В кочевой школе, кроме учебных предметов, ребята обучаются практическим умениям и навыкам, так называемые уроки предков, часы чумработниц, обучение профессиям оленевода, радиста. Кочевая школа дает практические навыки юного северянина. Это наша традиционная деятельность. Навыки рыболовства, охоты, сбора ягод и лекарственных трав. Это важно для сохранения культуры, быта и родного эвенского языка. Кочевые школы – это будущее нашего народа. Так как проблема выезда постоянная и для ее решения необходимы материальные ресурсы, то часть семей оленеводов оседает в селе, отказываясь от любимой работы до окончания детьми школы. Администрация района, управление образования, местная администрация, а также СПК «Фактория Тампо» и общины не в состоянии оплачивать вертолеты-часы для организованного выезда детей-оленеводов. Мне нравится учиться в кочевой школе, потому что мама и папа рядом. Мама моя чумработница, и мне нравится ей помогать, помогать посуду мыть, полы мыть. И я учусь в кочевой школе, потому что еще к нам приезжает кочевая школа. В последние годы в селе Тополино идет снижение интереса к профессии оленевода, считавшейся до недавнего времени династической. Тополинские оленеводы переживают трудные времена. Это нехватка кадров, так как молодежь не хочет идти в оленеводство. Кочевая школа – связующее звено между детьми и родителями, значение которой можно будет оценить через десятилетия. Мария Винокурова, село Тополино, Тампонский район.
Между тем, в Нерюнгри прошли первые мероприятия, посвященные Дню оленевода. Под девизом «Лучший праздник года – День оленевода» с 14 марта проходят выставки, круглые столы, конкурсы и торжественные церемонии, посвященные этому традиционному эвенкийскому празднику. Подробности в нашем следующем сюжете. Утро 17 марта для многих оленеводов началось не как обычно в тайге, а в администрации Нерюнгринского района, куда они были приглашены на встречу с главой района Романом Щегельняком. В режиме открытого диалога главы родовых общин задали свои вопросы и поделились насущными проблемами. Основные из них – это борьба с волками, рост цен на продукты, низкое денежное содержание чумработниц и самих оленеводов и опасения по поводу вымирания отрасли. И вот на все эти вещи нужно обращать внимание, может быть, даже на уровне законодательства Республики Саха-Якутия. Мы с этой инициативой будем выходить и на профильные комитеты государственного собрания ЛТМ для того, чтобы все инициативы доводились до правительства и, возможно, какие-то изменения и принятие решений, в том числе и по этим проблемам тоже. Но еще раз хочу сказать, что эти проблемы, они имеют долгую историю, как говорится, проблема с бородой, поэтому я уверен, что на эти проблемы необходимо обратить внимание как районному руководству, так и правительству республики. Далее все присутствующие отправились к памятнику эвенкийским каюрам-первопроходцам, где состоялась торжественная церемония возложения цветов. Памятник, идущий поперек хребтов, был установлен к 45-летнему юбилею города Нерюнгри и Нерюнгринского района. В прошлом году сюда впервые возложили цветы в память каюров-оленеводов, которые помогали осваивать земли Южной Якутии. С тех пор это стало традицией. В это время в Центре культуры и духовности имени Пушкина уже была подготовлена выставка фотохудожника Юрия Коковина «История одного праздника». В нее вошли 40 работ из огромнейшей коллекции на тему оленеводства. Я когда выложил, у меня одни олени, глаза, рога и так далее, неинтересно. Я сразу вспомнил, что у меня громадное количество людских портретов, которые, тоже неотъемлемая часть якутской природы. И вроде бы как получилось. Я вот сегодня смотрю, хожу здесь, и люди подходят и мне говорят спасибо. Поэтому вывод такой. Эвенки – дети природы, и поэтому мне интересно их снимать. Тут же мастерицы села Йенгра представили свои работы на выставке декоративно-прикладного искусства. На ней гости праздника могли увидеть куклы, шумовые инструменты, украшения и, конечно, традиционную обувь и одежду эвенков. Ведь пошив предметов одеяния практикуется во всех семьях этого народа. Костюмы вот эти, то, что висят, это моя работа, это ручная работа. Сама шью, выделываю, стараюсь для внуков. У нас на День оленевода будет конкурс у детей, а я вот эти костюмы они оденут и выйдут на сцену. Продолжил программу гастрономический смотр-конкурс национальных блюд. Все разнообразие эвенкийской кухни могли оценить присутствующие и члены жюри. Больше всего мне понравилось блюдо чукин. Это, получается, стейк из оленины. Как мне сказали, прожарки медиум. Они в этом молодцы, что знают такие прожарки. Мне это больше всего удивило. Все участницы большие молодцы. Блюда были экзотические, я бы так сказал, непривычные обычному человеку. Они оленина, сердце, почки. Критериями оценки блюд стали мастерство, вкус, запах, совместимость продуктов, презентация и оформление. Блюда все мясо, оленина, субпродукты оленя, дичь и рыба, которая водится в наших реках, плюс чаи, морсы из наших ягод и трав. Завершился этот день праздничным обедом, где состоялось чествование оленеводов и вручение заслуженных наград. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну а в столице региона на площади Орджоникидзе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Арктики, который отмечается в Якутии 19 марта. Жители и гости Якутска могли поближе познакомиться с культурой и обычаями народов, населяющих Арктику, в составе которой 13 районов нашей республики. Александр Хавренко продолжит тему. Арктика – суровый, но тем не менее прекрасный район, который всегда притягивал к себе романтиков и искателей со всего земного шара. Арктика – это невыносимые условия труда, но в первую очередь Арктика – это, конечно же, люди.
Жители Арктики – это и оленеводы, и рыбаки, и охотники. В суровых северных условиях эти люди не просто живут и трудятся, но и чтут традиции и культуру предков. Проведение праздника День Арктики – это очень символично для жителей Аллаи, жителей нашей тундры. Конечно, она здесь, в общем-то, сохраняет наши культурные традиции. Ну, конечно, надо все это передать нашему будущему поколению. Тут есть, несмотря все поколения должны участвовать, чтобы наше будущее поколение жили тоже этими традициями. Промысловая культура жителей Арктики – это, конечно же, работа с оленями шкурами. Найти что-то более теплое, чем одежда из оленьих шкур, очень сложно. Сегодня мы показываем, что мы красиво шьем из нашей оленей шкуры вот коврики. Вот, пожалуйста, зимняя одежда мужчины, женщин. Обратите внимание на мой костюм. Это все шито из оленей шкуры. Это соболя, это чубуко, белые унты. Обратите внимание, северные женщины, все мастерицы. Мой костюм шито моими сестрами. Начало дала обработка кожи моя мама Никулина Евдокия Семеновна. Очень тепло. Я вот просто все взяла и одела. Отдельных слов заслуживает, конечно же, арктическая кухня. Это морожка, а это витамины. А морожку мы собираем, вы сами знаете, во время комаров, мошкары. Но вот сегодня какой март? Хорошая хозяйка родовой общины имеет даже до следующей ягоды, мы имеем в себе ягоду. Это витамины для наших детей, для себя. Снежника. А она особая, такие только растут на тундре. Из оленины у нас, пожалуйста, печенка, оленье мясо, пожалуйста. Да, особо приготовленное мясо оленины в собственном соку. Ну и, конечно же, обряды. Например, такой, как обряд очищения. Кстати, практически каждый, пришедший на праздник, пожелал пройти этот обряд. Совет старейшин Волочиських народов Севера Республики Саха. Вот это специальный обряд. Сейчас нам чуть-чуть поподробнее о нем расскажут. Скажите, пожалуйста, а что это был за обряд, как он называется? Это обряд Тивкамон, обряд очищения и прощения у солнца, земли, блага, здоровья и всего счастья. Надеемся, что обряды сработают, и жители республики будут здоровы и счастливы, и с нетерпением будут ждать следующего праздника – День Арктики. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Мы обязательно продолжим сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу и вернемся к экономической обстановке. В связи с санкциями от западных стран киноиндустрия встречает большие трудности. По оценкам специалистов, из-за отмены прокатов зарубежных новинок кинотеатры могут потерять до 80% выручки. Поэтому как никогда поддержка отечественной киноиндустрии выходит на первый план в сфере культуры. Об этом говорили кинорежиссеры, сценаристы и работники кинотеатров на встрече с заместителем председателя правительства региона Сергеем Местниковым. На открытой площадке рассуждали, обменивались мнением, какие меры нужно предпринимать и как дальше развивать свою якутскую кинопродукцию. В том числе было озвучено предложение о льготном кредитовании частных кинокомпаний через фонд поддержки предпринимательства. Наша задача, наверное, стоит в том, чтобы улучшить качество и продаваемость именно отечественных фильмов. То есть государство, мне кажется, должно обратить внимание именно на это, да? То есть научить народ ходить на собственные фильмы. Слава Богу, наша республика Саха с этим проблем не имеет. Она очень любит свое национальное кино. И поэтому для якутских кинотеатров еще есть хоть какие-то шансы продержаться. Но на это уйдут время. Это нельзя будет решить завтра или послезавтра. То есть мы все к этому готовы. И вот как раз таки вот такие совещания, то, что государство уже обращает на это внимание, это очень хорошо. И я уверен, если не сегодня, то завтра мы эту проблему обязательно решим. Тем не менее, столичные кинотеатры продолжают свою работу, хоть и с изменениями в своем репертуаре. Где и что можно посмотреть, смотрите в нашей афише.
Кинотеатры обновили репертуарные планы. Давайте же узнаем, что нас ждет на больших экранах в ближайшую неделю. «Флирт с дьяволом» – напряженный триллер про то, что надо с осторожностью относиться к случайным знакомствам. Богатый разведенный Крис влюбляется в таинственную женщину по имени Скай. Воспользовавшись доверием Криса, Скай проникает в его дом и превращает жизнь Криса в сплошной ад. И все ради того, чтобы получить доступ к сейфу и всем его счетам. Вскоре после этого он, его бывшая жена и их ребенок оказываются в ловушке. Им предстоит отчаянная борьба за выживание. Меня зовут Кристофер Деккер. У меня дома женщина. Она удерживает меня против моей воли. Она хочет ограбить и убить меня. Она... «Парни под прикрытием» – бодрый экшен-боевик, основанный на реальных событиях. Простое и не совсем легальное задание – завершить сделку по продаже оружия в Панаме оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морпеха, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном, нимфоманом, полковником-психопатом и международными спецслужбами. Так дела не делаются. Твой напарник затеял войну, и вас ждут большие проблемы. Класс. «Парни под прикрытием». «Парящий тигр» – семейный фильм о добре и дружбе. Однажды 12-летний Роб Хорн, гуляя по лесу, наблюдает на железную клетку с бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика, и только одному человеку на свете – новенькой однокласснице Сикстине – он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки во что бы то ни стало. Хотела бы я увидеть, как этот тигр вырвется на волю. Я выпущу его. Только ради тебя. И теперь переходим к отечественному производителю. Комедия «Доктор Свисток». Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась. Он устроился в Московскую клинику пластической хирургии, правда, пока только администратором. У Арсена нет медицинского образования, но хорошо получается зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские. Все у него было схвачено, пока у одной из звезд шоу-бизнеса свежий тюнинг не взорвался прямо на борту самолета. Теперь Арсен вынужден бежать из Москвы в родной Сочи, где он думает, что его богатый опыт позволит ему открыть собственную клинику и сделать этот мир лучше. И на этом у меня все. Нескучных вам выходных. Перейдем к спортивным событиям. В легкоатлетическом манеже стадиона «Юность» завершился чемпионат по якутским прыжкам в помещении. Чемпионат проходил в 3 категориях – мужчины, женщины и мужчины-ветераны. После длительного простоя, вызванного пандемией, якутские спортсмены вновь выходят на соревнования. Практически каждую неделю проводятся турниры по тем или иным видам спорта. Сейчас атлеты завершают зимний период и уже с апреля начнут подготовку к летним соревнованиям, среди которых и участие в спартакиаде народов Севера. Зимний чемпионат, да, спортсмены прыгают на 7 отметок, да, и это для спортсменов этап подготовки, конечно же, к летним соревнованиям, да. Летом будет тоже проводиться чемпионат республики по якутским прыжкам. Ну и нынче летом, в июле, знаете, что в селе Баргунцы пройдут 8 спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. Ну вот якутские прыжка — это по сути, практически это дисциплина легкой атлетики, да, поэтому данные спортсмены тоже, это для них тоже является этапом подготовки. Тем временем более 20 видов спорта включили в программу игр «Дети Азии». Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. После перерыва определено, что 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Якутске в 2024 году. Мы уверены, что игры пройдут на самом высоком уровне, сказал ранее руководитель региона. Как сообщил министр по физкультуре и спорту Леонид Спиридонов, из 21 вида спорта 5 являются дополнительными. Это кикбоксинг, сурдоборьба, стендовая стрельба, шашки, шахматы. Якутия на правах принимающей стороны будет участвовать во всех видах спорта. Предварительно в сборную республики вошли порядка 600 спортсменов и тренеров.
Ну а что касается начала международных игр «Дети Азии» следующего года в Кузбассе, то там запустили часы обратного отсчета до начала вторых зимних игр. Торжественное мероприятие провели одновременно в 4 городах-организаторах игр: в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и в Таштагольском муниципальном районе. Также прошла акция «Заряжаем Дети Азии». В масштабной зарядке приняли участие известные кузбасские спортсмены, олимпийцы, начинающие спортсмены, участники предстоящих игр, а также поклонники здорового и активного образа жизни. Начинаем все вместе обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Запустили! Таймер обратного отсчета запущен. Золотые семьи всегда были и будут примером для своих детей и внуков, как сохранить семейный уют, душевное спокойствие и долгую счастливую совместную жизнь. Уникальный проект «Золотые семьи Якутии» презентовал очередное издание. Все подробности далее. Всю жизнь рука об руку вышел в свет 7-й выпуск книги «Золотые семьи Якутии. Летописи семейного наследия республики», приуроченный к столетию ЯССР и году матери в Якутии. В эту книгу вошли материалы о 105 семьях, которые через долгие годы пронесли любовь к друг другу, доверие и верность, и давали свою житейскую мудрость и богатый жизненный опыт своим детям, внукам и правнукам. Сначала мы думали, что это будет просто альбом о семьях, проживших 50 и более лет. Но потом стало интересно, секреты долголетия семьи. И, значит, этот проект вырос в книгу. С 2008 года вышло уже 7 выпусков, каждые 2 года. Конечно, это очень большая организационная работа. Существует положение, существует межведомственная комиссия, которая утверждает эти семьи. Кандидаты для этой книги выбираются в ВУЗах на уровне муниципальных образований, в Якутске на уровне округов, либо общественные организации могут выдвинуть. И с каждым годом участников книги становится все больше. Если в первой книге у нас было 53 семьи, то в 7-м выпуске уже 105 семей. Отметим, что каждая новая книга не похожа ни на одну из предыдущих, и каждый выпуск несет в себе свою определенную направленность. Каждый выпуск, он, конечно, отличается, посвящен какому-либо событию, например, 65 лет Победы у нас есть выпуск «Год семьи», «Год молодежи», и так далее, «Год здоровья». В зале торжественной регистрации брака столичного дворца бракосочетаний чествовали героев книги. Семьи из разных районов республики, которые прожили в браке более 50 лет. От имени главы республики Айсена Николаева и мэра Якутска Евгения Григорьева семейным долгожителям вручили памятные подарки и букеты. Ну и, конечно, прозвучало много теплых слов в адрес тех, кто своим примером вдохновляет молодое поколение на долгую и счастливую семейную жизнь. Семья – это полотно, которые нужно ткать каждый день. Какую соткали картину, такой и любоваться будем завтра. Я думаю, наши семьи соткали очень красивую, благородную картину. Спасибо вам за это. Важность сохранения семейных ценностей будет актуальна всегда, при любых обстоятельствах. Ведь если в семье нет взаимопонимания, то в первую очередь от этого страдают самые близкие люди. Горжусь прежде всего своими родителями, горжусь своими предками, горжусь своими корнями. И поэтому очень трепетно отношусь непосредственно к пониманию родового семейного древа, которое должно всегда держаться на крепкой семье. Поэтому вам огромная благодарность за то, что вы эти деревья держите. На мероприятии семейная пара Наумовых Мария Егоровна и Дмитрий Иванович, которые в конце марта будут отмечать 62 года совместной жизни, поделились своим секретом семейного счастья. Браки бы 60-го года. Это будет 62. Мы поженились 27 марта. Через 10 дней у нас будет 62 года, как мы совместно живем. Это очень, конечно, интересная жизнь. Вот. Чтобы совместно жить, надо иметь дружбу. Да. Дружбу, доверие друг другу. Доверие, чтобы доверяли друг другу, Вот так. посоветоваться, чтобы разногласий не было.
Ну а в завершении хотелось бы вспомнить слова Альфреда Хичкока. «Счастливый брак – это брак, в котором муж понимает каждое слово, которого не сказала жена». Иван Лазаренко, Владимир Павлов, Якутск. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.